Досидел до ночи. Я думал, сейчас наступит ночь, и я буду выбираться. Но практически полнолуние, куча звезд, и светло прям практически как днем. Ну, я начал молиться, где-то через полчаса появляются такие, как облака, и эти облака прям идут в сторону. Ну, я в этой дымке пошел, доверился Господу. И где-то, ну, там, километров 5, худо-бедно, ну, где-то часа за 3, наверное, с радами обеих ног я дошел до асфальтной дороги. А постоянно в голове вот оно как цикнотом идет Иисусова молитва. Постоянно. Я не знаю, вот, то ли это мое воображение, как некоторые скажут, но она прям вот как на репите идет Иисусова молитва вот постоянно. То есть где-то часов 10 она у меня шла. Вот как бой начался, она как пошла, так и пошла. То есть стреляешь, бежишь, кидаешь гранаты, а она у тебя в голове. Дошел до асфальтовой дороги, перекатился через нее. Чуть-чуть спустился, там в кулак покурил. Ну, в кулак покурил, потому что, как бы, если будешь просто курить, тебя быстренько снайпер может снять. А то 50 на 50, что ты выживешь. Ну, и смотрю, посадка. Думаю, ну, скорее всего, это ЛНРовцы там сидят, ну, и наши оставшиеся. Ну, делаю шаг. Говорю, ребят, это раненые из Ахмата. Ну, так дошел до посадки. ЛНРовцы меня увидели. Говорят, ты откуда? Я говорю, оттуда. В смысле, вас всех убили? Я говорю, не, я выжил. Говорят, а где ты шел? Я говорю, вон там шел. В это минное поле как ты вообще прошел. То есть, ну, как бы с Господом оно лучше всего жить в этой жизни. И нельзя от него отказываться.